Поясните, Андрей Васильевич, куда мы прибыли? На место происшествия, где находились в сезон закрытия охоты. В ночь на 8 мая Андрей Липин вместе с несовершеннолетним сыном и приятелем Владимиром доплыли на лодке до места охоты в 3 километрах от села Керчемья. Причалили к берегу в Курье реки Вычегда. Собирались пострелять по уткам. Полицейский взял в руки ружье. В стволе был патрон, заряженный дробью. Я так взял, и вот так получается, вот так. Его сложили? Просто сложил, вот так. Ага. Просто сложил. Вот так. Вот. Поднял ствол, получается. Вот так взял и поднял. Ага. Вот на ствол. Ага. И что произошло? Произошло, что мне сын сказал, что дядя Вова падает. Ага. Вот, сказал. Но я думал, что ружье выставил, потому что отдачи я никакой не почувствовал. Ага. Владимир стал падать из лодки в воду. Андрей схватил приятеля за одежду и попытался затащить его в лодку. Лицо мужчины было в крови. Стрелок с большим трудом усадил раненого в лодку и оказал ему первую медицинскую помощь. Тот был в сознании. Сам доставил человека в скорую помощь, чтобы оказали помощь ему. И в ходе вследствие этих действий человек выжил, серьезной травмы-то не получил. То есть, в принципе, он жив-здоров. Владимира доставили сначала в Усть-Куломскую райбольницу, а затем в Коми-Республиканскую, в Сыктывкар. В результате ранения он получил множественные повреждения головы, черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга тяжелой степени. Пациента прооперировали. Благодаря усилиям медиков он пошел на поправку. В отношении Андрея Липина, к слову, отца 3 детей, возбудили уголовное дело. Он вины не отрицал и вскоре написал рапорт об отставке. Данный сотрудник полиции бывший сотрудник полиции характеризовался хорошо, никаких нареканий по службе у него не возникало. В состоянии опьянения он не был в момент произошедшего данного несчастного случая. В результате несчастного случая на охоте Владимир, отец 5 детей, стал инвалидом. Еще в ходе следствия Липин оплатил все расходы на его лечение и компенсировал тому моральный вред. В ходе судебного разбирательства мужчины примирились. В связи с этим уголовное преследование экс-полицейского было прекращено.